Терроризм – это те или иные противоправные действия, которые направлены не против конкретных людей или против конкретной власти, а против мирного населения граждан. Как не стать пешкой в игре не на жизнь? Что нужно знать, чтобы не попасть под влияние бандитов? Терроризм и эффективные способы борьбы с ним. Студентам объясняют все нюансы, начиная от правовой ответственности до религиозной. Важно видеть четкую грань между радикальными призывами и традиционным исламом. Многочисленные интернет-ресурсы зачастую становятся площадкой для распространения призывов к насилию. Студентка топливно-энергетического колледжа Мария Нагадеева и сама не раз сталкивалась с подобного рода дискуссиями в соцсетях. Любой человек может, не совершая никаких противодействий, может повлечься в уголовную ответственность, может репостнуть в Инстаграме, в социальных сетях, может рассылками в WhatsApp. И я пытаюсь по мере возможности как-то немножко остерегаться вот этих рассылок, перерепостов полностью. От 14 до 22 в этом возрасте молодые люди больше подвержены манипуляциям и внушениям со стороны. Свободное время, жизнь в мессенджерах, поиск себя и смысла жизни. Про этих студентов такого не скажешь. У ребят свои идеи лечения раковой опухоли под названием терроризм. ده حمله عشان بنوه بيجمو بنوه بتسيقي بوهش خوش خيتو استبن حوز سلمواش صور سلمواش خنو استبن نكاج دين إن حواخ ياخد شوت قطعة جوا بيت شم بيت خياس وقبل شوت وجي كادر عوش هيشوش بالغوت. Терроризму и экстремизму нет оправдания, поэтому главная задача – объединить все усилия, чтобы противостоять этому злу. Мы, взрослые, обязаны от этих жизненных соблазнов, от всяких течений, которые ведут этих людей в пропасть, их оберегать. Не только на словах, но и на деле. Такие профилактические беседы – лишь часть методов борьбы с экстремизмом. В колледже созданы все условия, чтобы обезопасить как самих студентов, так и сотрудников учреждения. Полностью проверив соответствие с требованием паспорта безопасности, то есть установили металлодетектор на входе, порядка 60 камер установили по периметру в самом здании. Постоянно встречаемся с сотрудниками правоохранительных органов, просто всегда производим сверку часов, меняются законы, меняются требования, мы стараемся соответствовать, не отставать от этих требований. Главное оружие в борьбе с терроризмом и экстремизмом – знание и понимание того, что такое правильно, а что нет. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.